Дорогие друзья, мы сейчас находимся в полях ботанического сада Северо-Восточного федерального университета. Посмотрите, сколько вокруг разных трав. И сегодня мы будем говорить о лечебных травах, а поможет нам разобраться в этой непростой и очень интересной теме научный сотрудник ботанического сада Саргалана Захаровна Борисова. Саргалана Захаровна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас в руках чудесный букет. Расскажите, пожалуйста, что это за цветы у вас? Этот букет я собрала из трав, растущих именно на этом лугу. Ага. Середина лета, Да, время сбора лекарственных растений. Середина лета – это пик цветения большинства наших растений. Вот у меня в руках какалия копьевидная, Ага. названная из-за формы листьев. Всем знакомый тысячелистник, Давайте очень я вам красивое растение. помогу. Да, тысячелистник я даже посадила у себя на даче. Он у меня Да. растет, хотя он растет, в общем-то, Клевер везде. люпиновидный. Ага. И все знают это растение пижма обыкновенное. Да, похоже на пуговки. Красивые такие желтые цветочки. Эти растения, которые я назвала, это растения, которые используются в народной или медицинской научной Ну, в общем, практике. для излечения, для А вот помощи есть людям. травы, которые используют и в пищу. Ого. Это вот трава полынь обыкновенная, которую якуты употребляли в пищу и с молочно-кислыми, и какие-то вот как добавка к еде. Как пряное растение якутской кухни получается. И тут же у меня в руках полынь эстрагон. Другое название тархун. Это известное пряное растение, подается к мясным блюдам. Да, в свежем виде можно. Тархун мы знаем по названию газированного напитка. Да, Очень ярким изумрудным цветом. да. Именно Яркий настойка такой. этой полыни дает такой красивый цвет. Друзья дорогие, а мы вот так вот ходим мимо и думаем, что это сорняки. И все это выдираем и, в общем, а оказывается, можно употреблять. Да, эти растения можно еще и выращивать у себя на даче. У себя на даче и потом не ходить в аптеку, оздоравливаться с помощью вот этих вот растений. Скажите, а вот наиболее популярно, вот вы сказали полынь, да, а ее можно использовать? Вот вы сейчас упомянули о якутской национальной кухне, что с молочными продуктами. А допустим, вот жеребятину мы отварили, мы можем как-то вот использовать? И наши шеф-повара вообще пользуются этим? Ну, те, кто, чей профиль именно национальная кухня. Вот я не слышала, чтобы вот эту полынь обыкновенную использовали с мясными блюдами. Чаще, конечно, это вот пришедшая у нас с Кавказа, вот таких с европейских стран, это вот именно эстрагон к мясному блюду. Эстрагон Ага. к мясным Но если блюдам. вы хотите еще из эстрагона сделать напиток, будет очень красивый, нарядный, изумрудный напиток у вас, освежающий. Вот прямо сейчас можно его собрать и можно приготовить вот этот напиток тархун, который называется. Почему да? И он также середина будет лета? изумрудного цвета? Да. Почему Ого. середина лета, как я уже сказала, в это время цветут большинство наших растений. Это как раз максимальная сила растения, которая собирается в цветах, листьях и в самих стеблях. И поэтому вот в пик цветения как раз и рекомендуется сбор для последующего хранения, сушки и использования уже в зимнее время. В руках у меня всем известная Вероника седая. В Якутии очень многие знахари им пользуются. Обычно это растение цветет довольно рано, но благодаря вот этому году, когда у нас была очень ранняя весна, жаркая весна, раннее лето, все растения начали цвести довольно рано, но коротко. Но благодаря своим особенностям растения, которые цветут рано, в этом году зацвели вторично, что позволяет нам сейчас в пик лета собирать и ранноцветущие растения. Таким, как относится чабрец, ну, такие, которые обычно собирают в июне. А почему мы собрались на лугу? Я хотела показать, как срезают растения для того, чтобы приготовить полезные нам
травы. Отвар, да? Да. А как? Вы можете, у вас секатор есть с собой, Да, да, или возьмите, что? пожалуйста, Давайте, букет. конечно, я вам помогу. Так. Ой, Так. какой чудесный Мы букет. вооружаемся садовыми ножницами Ага. или вот такими вот, таким вот специальным Серп такой похож, да? с небольшим серпом. Серповидный нож. Да. Так. И травы мы обычно вот смотрим. Невысокая трава, Вот эта это трава у нас герань герань. луговая. Мгм, Мы срезаем чуть ниже середины стебля. мгм. Вот так вот я сейчас приготовлю. Мгм. Герань, она Да. тоже целебная, да? Да, ее используют в народной медицине. М, Мгм. И при сборе лекарственных растений примечаем такие растения, как кровохлебка, мгм. Кровохлебка, валерьяна, это у вот это вот. которых используются корневища. М, Это кровохлебка. Да, Ух сейчас ты. мы кровохлебку не собираем. Ага, Как я уже почему? сказала, используются подземные органы, Мгм. и они максимально накопят полезные вещества уже после того, как надземная часть завянет, осыпятся плоды, и мы можем собрать корни, выкопать уже в августе А, или в сентябре. сентябре. Все Но мы понятно. в это время, когда собираем в середине лета летние цветы, мы примечаем, где мы видели кровохлебку, валерьяну и другие растения, у которых используются именно подземные органы. Вот, дорогие друзья, вот это вот у нас кровохлебка. И мы будем собирать эту кровохлебку, именно корень, как сейчас Саргалана Захаровна нам объяснила, именно после того, как вот эти вот, значит, Да, и цветочки листья отцветут. повянут, Мгм. и осыпятся плоды. Но мы сможем его найти, приметив Мгм. и Ну, везде он место. встречается, в общем-то. Вот у меня на даче, по-моему, растут вот такие растения. Да. А оказывается, это кровохлебка, и Мгм. оказывается, это целебное растение. Мгм. А для каких хворей и надобностей Ну, нужна само эта название кровохлебка? кровохлебка это как Мгм. кровоостанавливающее, ранозаживляющее и как дубильные вещества. Вот, можно использовать, когда при расстройстве желудка Мгм. При используют какой-то обычно. Да, диарее, да, это да, да, можно? да. Ага. Ага. А лечит она, допустим, ну, не дай бог, ну, какие-то там, я не знаю, дизентерия или что-то. Ну, вот такие сложные заболевания, конечно, Мгм. всегда нужно обращаться к К врачу, врачам. И конечно, да. только по его рекомендации можно, как добавка к К лекарственным основному лечению. препаратам, Мгм. можно принимать и настойки Но домашние. ведь наши предки наверняка пользовались именно вот такими вот растениями, да? Да, конечно. Мгм. Поэтому у нас растения, видовой состав народной медицины, народных знахарей гораздо превышает количество видов, которые официально рекомендуются научной медициной. Понятно. Не И из-за в того, аптеку ходить что не это, надо. может быть, не действует, а потому что до сих пор мы химический состав большинства растений еще не совсем изучен. Не изучено его влияние именно этих химических веществ на организм человека. Ну, Сарглан Захаровна, мы сейчас находимся вот в вашей, так сказать, вотчине, да. Здесь вы как колдунья, сушите травы, запаковываете вот в такие вот, упаковываете вот в такие вот пакетики и уже отправляете куда-то в аптеки, да, видимо? Или Нет, в как? аптеке это надо иметь специальное разрешение. Мгм. В принципе, мы лекарственные растения собираем не для лечебных целей, Мгм. а для чаев. Мы устраиваем М. ботанические чаи и гостей своих угощаем ботаническими чаями, в состав которого входят разные травы, конечно, не такие не с сильным действием лекарственными вещества, чтобы было приятно, душевно. Мгм. И вот, Поднимало ага, настроение да, как-то, ага. да? Здорово. Собрать растение это полдела, а вот его правильная Подготовка. подготовка, хранение это уже очень важная часть этого вот вообще мероприятия. Так, давайте начнем. Сейчас у Да. нас вот здесь Мгм. подготовили мы листья. Какие Это собрали на лугу? пустырник, Пустырник. очень ароматная А трава. вот из того Это букетика есть он?
Нет, да? Там нет, ага. Ага, ладно. Его используют эти настойки как успокаивающие, продается даже в аптеках Да, в свободном настойка доступе. пустырника И когда мы собираем, многим мы срезали, рекомендуют. принесли домой. И самое лучшее место для хранения – это все-таки чердаки старых деревянных домов. Так, Но теперь у нас нет таких домов с у меня чердаками, мы есть. строим мансарды. И нужно отметить, что сушить лекарственные растения, даже пряные растения в жилых помещениях нельзя. Все-таки они выделяют много химии и так далее. И поэтому их сушат в отдельных комнатах. Не должно быть прямых солнечных лучей. Мы занавешиваем окна, открываем двери. Это должно быть свободное движение воздуха. Мгм, Все-таки мы собираем сочные растения. мгм. А так в воздухе у нас летает очень много спор патогенных грибов в том числе. И для того, чтобы они не повредили наше сырье, мы его делаем так, чтобы укладываем так, чтобы воздух спокойно перемещался Ага, между циркулировал. частями Мгм. растения. Да? Это растение довольно крупное. Ветерочек обдувал И их. вот ножницами мы можем вот так вот сделать поменьше, Мгм, убрать грубые части стебля. мгм. И вот потом уже раскладываем на бумагу. Мгм. Газету можно использовать? Да, можно и на газету. Но я предпочитаю такие вот неокрашенные бумагу Мгм. и очень редко закладываем вот так. А на ткань, например, кусочек На ситца ткань, там или что-то можно? еще раз говорю, Марлю? да, вот это очень сочное растение, и А, оно будет впитывать влагу и медленно отдавать. И поняла. То опять есть же, лучше в этой бумага. влажной среде у вас будут развиваться патогенные грибы. Мгм. И может и загнить Да, наша заготовка. может испортиться. Значит, нужно использовать бумагу. Это важно. Да, ага. И время от времени мы Приходим и и начинаем начинаем переворачивать, переворачивать, ворошить. ворошить. О том, высохло ли наше сырье, мы проверяем уже у сухих растений. Они ломкие. Так. Ломкие, не сгибаются, должны легко ломаться при Мгм. сгибе. То есть Это вот уже знак того, что оно пустырник, высохло. который уже высох. Мгм. А это свежий. Вот так он выглядит. А в Сухой сушеном виде вот он пустырник, такой. видите, он не особенно сильно меняет цвет. Это вот Мгм. правильно. Мгм. Если он выгорел, это значит, что вы неправильно высушили. Понятно. Либо это от солнца у вас выгорели, либо у вас нет сквозняка, циркуляции Да. воздуха. Да? То есть нужно создать Да. сквозняк. И у травы сохранится его вот такой вот специфический для этого вида аромат. Мгм. Пустырник, да? Да, это пустырник. Из Такой плодовых у горький. нас сейчас уже сезон черемухи. Вот. Ух ты. Черемуху мы собираем. И опять же, можно прямо вот эти кисти разложить на бумаге, На бумагу. высушить. И уже высушенные, это прошлогодние. Мгм. Совсем Высушенные. сухие, мы О, их уже можем упаковывать. как горошинки. Да. Мгм. Ага. А как они используются? В свежем виде их можно употреблять не боясь. А вот в сухом он очень хорошо как закрепляющий. Если у вас проблема с желудком, Мгм. та же диарея, да, Мгм. то вот и чай из него очень хорошо поможет. Сколько нужно добавить, допустим, вот на кружечку чая? Ну, в принципе, можно и столовую ложку положить на чашку. Мгм. Нужно в какой-то бане вот паровой там его прокипятить? Или достаточно залить кипятком, настоялся какое-то время? Баня, конечно, предпочтительнее, но это будет очень долго. И Так. просто провариваем в кипятке Мгм. до того, как цвет она отдаст. И все остужаем и Ну, принимаем. примерно кипятим сколько? Минут 10, Это там, вот 5 минут. Закипела, например, водичка, мы закидываем столовую ложку, вы мы сказали? можем в холодную воду забросить, Так. довести до кипения Мгм. и подержать там несколько минут буквально, Мгм. и уже выключать огонь. Да, и наш отвар уже Да. готов, да, и можно, Можно готов к остудить, ага. употреблению. А еще Сколько лучше, пить? да, вот такие вот твердые плоды, которые высохли, боярышник, черемуха и какие-то другие сухие Рябина, да? плоды, на ночь просто заварить В в термосе. термосе.
А шиповник тоже нужно же, да? Да. Мгм. Шиповник употребляется, можно хоть каждый день использовать, и поэтому мы его заготавливаем много, и можно хранить уже в больших И вы банках. сушите его точно так же. Расскажите про Да. шиповник, как его нужно сушить правильно, когда собирать именно. Сейчас, кстати, многие, вот буквально до недавнего времени, очень много ходило в социальных сетях информации, видео, да, когда хозяйки собирали цветочки и варили, готовили варенье из шиповниковых как цветочков, да? Да. Ну, как-то, знаете, вот как вы на этот счет, как вы прокомментируете? Это правильно, неправильно? Правильно, это шиповник, это род роза. Ага, Вот и помните, мы болгарское варенье розовое ага. из лепестков роз. По вкусу лепестки шиповника очень напоминают вот эти вот лепестки роз. Это один и тот же род, близкие родственники. И э, наши шиповники розовые, но в Якутии очень хорошо выращивается роза морщинистая. У нее более темные лепестки Ага. и крупнее. Но они Собираем. именно выращиваются. Ну, а розовый, то, что встречается в лесу, Да, можно его собирать? можно собирать. Но для того, чтобы потом не очищать, очень легко лепестки снимаются. Ага. Лепестки собираем, сушим, и это очень дает хороший аромат чаю. М, мгм. Так, а теперь плоды как мы собираем? Вот сейчас они Плоды. уже цветут, Плоды примерно в сейчас августе. зеленые. Да. Когда плоды уже будут мягкие, но еще совсем не размягчились, то уже можно их собирать. Это примерно Это август. август. Ага. Как мы сушим? Точно так же на Да, чердаке со сквозняком, да. немножко ворошим. Примерно в Мы какое делаем время? это в тонкий слой в один ряд. Ага. И доводим до совершенно сухого состояния. Когда у нас плоды будут в руках ломаться, то он уже все, он высох. Ага. А если он вязкий, немножко там он не можете сломать его, надо еще подержать его. Ну вот, друзья дорогие, в аптеке мы все видим такую вот бутылочку, да, она продается, сироп из шиповника. А ведь этот сироп целебный мы можем приготовить сами. Чем полезен шиповник для организма человека? Во-первых, он очень богат витамином С. Витамин С помогает нам бороться с С инфекциями. простудными И заболеваниями шиповник различными. считается иммуномоделирующим. То есть, если вы ослабленная иммунная система у вас, то вот употребление ежедневно напитка из плодов шиповника укрепит вас. И Иммунитет да, укрепит. Так что, и оно дорогие совершенно друзья, безвредно. готовимся к сбору шиповника. Вот, знаете, ну просто пойти в лес, насобирать вот этого шиповника, высушить, правильно, главное высушить. И, пожалуйста, у вас будет абсолютно совершенно бесплатно средство волшебное для того, чтобы поднять свой иммунитет. Особенно это будет, наверное, актуально. Это обычно март, да, когда мы все ослаблены очень, да? Да, да. Мгм. Мгм. Здорово. А как заварить чай, допустим, вот на ночь? Можно шиповник залить кипятком, да, и настоять Да, его оставляете, закрываете, утром вы можете в уже термосе? разливать теплый или горячий напиток из Сколько в день его шиповника. можно употреблять? Ведь все-таки это же лекарство, это не Для профилактики рекомендуется в течение месяца вот пить ежедневно по одному напиток стаканчику, да, или как? Или можно 3 шиповника. раза в день там? Можно и 3 раза в день. Но Мгм. главное не переборщить. Мгм. Мгм. Прекрасно. Месяц вы попьете и можете сделать перерыв. Высушенное сырье мы храним. Ну, если нам очень много шиповника, в больших банках храним. А можно при Ароматные. комнатной температуре, то есть никуда замораживать не нужно, да? Да. Ну, кто-то, может, возьмет и вынесет на балкон, например. А на Мгм. балконе у нас, извините, минус 50. Мгм. Так. Ну, там, конечно, при таком хранении у вас будет влага все-таки. И потом вы, когда будете занесете в дом, будете хранить, оно у вас испортится. Лучше Хранят в дома. шкафчиках, тоже, опять же, чтобы не было солнечных лучей прямых. И сырье хранится обычно 2-3 года. Мгм. Ну, лучше, А в если у вас... полотняных мешочках как-то можно там? Да, где-то? можно, если хочу об этом рассказать, да. Если мы плоды можем хранить и в мешочках тканевых или бумажных таких, да, Мгм. с ними ничего не будет, то ароматные травы, вот
тот же тархун, мяту, чабрец. Мгм. Чтобы не потерять этот аромат, надо брать посуду с герметичной крышкой. Мгм. Ну, тары такой очень много в любом Да, магазине, поэтому у мы, многих хозяек, конечно же, найдется. да. И бумажный пакет может соорудить любая хозяйка, да, при желании, Мгм. и какая-то вот такая, Мгм. а это у нас вообще фарфоровая, да, какая-то Да, емкость? это вот если вот что покупаете чаи, остается такая вот посуда, и мы потом их Можно храним. использовать, да, вот, пожалуйста, Те вторичное травы, которые не использование. ароматные, мы можем и в картонных тарах хранить. Мгм. Хранятся 2 года. Не Мы ароматные. да, потому что все-таки в бумажных аромат быстро исчезает. Исчезает, Да? да. Мы подписываем, мы даже год написали, когда это мы собрали. Мята. Для некоторых трав я даже написала напоминалку на бумаге, сколько Мгм. нужно брать частей, как заливать, сколько держать. Мгм. Мгм. И в таком виде хранится. Мгм. И у вас все по коробочкам здесь расфасовано, да? Прекрасно, чудесно. А еще какие травы? Вот, допустим, вот это вот Это мы сказали, это пижма, пижма. употребляются соцветия. Для чего употребляют? Ну, чаще всего это вот для поддержания после болезней, там, таких как гепатит, таких вирусных. Ну, все травы вообще, конечно, богаты витамином С. Ага. Ну, конечно, это для тех, кто вот лечится, вот знает свои болячки и знает, какие травы надо собирать и можно использовать. Мгм. Но обязательно, вот мы сейчас как бы расскажем людям, да, и все Мгм. кинутся собирать эти травы и начнут там пить все подряд, да. Мгм. Нужно обязательно наверняка посоветоваться с лечащим Да, врачом. обязательно, обязательно. Очень много как-то добыть информации, Мгм. да, о своем Мгм. заболевании, какие травы можно там в подспорьем, да, в общей методике лечения Да. Мгм. использовать. Только вот Обязательно в только этом по случае, да. рекомендации То есть врача. не по своей там доброй инициативе, но ни в коем Ни в случае коем нельзя пить случае все нельзя. подряд, Ага, да. да. Но кроме шиповника, шиповник Ну и других наверняка. плодовых, таких как, например, боярышник, черемуха, вот то, что мы можем себе То есть в позволить. охотку можно Да, приготовить такой ароматный чаек, да? да. Ага. Скажите, а вот это вот пижма, да, используется абсолютно все растение, и стебель, и вот эти вот как бы листочки, или только вот эти желтенькие пуговки? Но чаще используются вот эти соцветия, эти пуговки. Именно соцветия, да? То Да. есть они высохнут, они почернеют или как-то вот Нет, они такой же немножко цвет? потемнеют, но Потемнеют чуть-чуть. сохранится цвет. Мгм. Ага. И точно так же, ну, там уже, в общем-то, можно почитать информацию, как можно приготовить Мгм. целебный настой, да, для того, Мгм. чтобы помочь себе в зимнюю пору нашу. Зима у нас длится, конечно, очень долго. Расскажите, пожалуйста, Саргалана Захаровна, вот именно под чем полезны именно наши растения? Почему-то вот считается, что ну, вообще в литературе, вот, так сказать, в медицинской, да, что именно наши растения, растения северные, именно травы, да, они почему-то по своим целебным свойствам, они очень-очень такие вот концентрированные, какие-то вот более сильные. Это правда? Это правда. Лето якутское короткое, очень жаркое. У нас нет настоящей ночи, сутки круглые у нас белые Солнечный ночи, день, да. солнечные. И за это очень короткое время растение должно успеть дать новое потомство, и поэтому все химические вещества у него очень концентрированные и гуще. Это и доказывали и биохимики, что концентрация в растениях, произрастающих на нашей территории, насыщеннее. И этим как раз вот собираете меньше, а эффекта больше. Мгм. Здорово. А шиповник сколько можно хранить? Ну, допустим, вот мы насобирали, не успели выпить за зиму. А можно хранить 2 года, 3 года, вот это Да, сырье? вот самый такой период это вот 2 года. Ага. Всегда в литературе можно найти сведения о том, сколько может храниться. Там некоторые сырье может хранить до 5 лет, но самое оптимальное это 2 года. И все-таки нужно будет потом его сменить свежим сбором. Какой чай мы можем приготовить сейчас, Так, вот вот для сегодня? вас я вот приготовила. Ух ты! Здесь есть плоды шиповника, Мгм. лепестки шиповника, мята, Мята. смородина и даже
желтые цветки календулы. О, какой чай получился. Я думаю, что заваривая зимой такой вот чай. чай из трав, собранных вами, у вас каждое утро будет подниматься настроение, вы будете вспоминать жаркое наше лето и наслаждаться красками нашего короткого, но очень яркого лета. Спасибо здоровье. большое. Ой, спасибо. Это чудесный, чудесный подарок от ботанического сада нашей программе. Дорогие друзья, ну вот такой чай ароматный, прекрасный, вы можете приготовить своими руками. Так что, друзья, пробуйте, изучайте. Наши травы действительно обладают невероятной силой.